Попытки создания горной Кыргызской области. Кыргызы, входившие в состав Туркестанской ССР, были распределены по Жетисуйской, Сырдарьинской, Ферганской и Самаркандской областям и не имели своего правительства. В этих областях кыргызы представляли меньшинство населения, и вследствие этого их интересам не всегда уделялось должное внимание. В связи с этим в 1921 году на совещании в городе Алма-Ате был поднят вопрос о создании в составе Туркестанской АСР Горной Кыргызской Республики. Однако вопрос не был решен, так как предполагалось Жетисуйскую и Сырдарьинскую области передать Казахской АСР. Такое решение осложнило бы политическое положение кыргызского народа. Если раньше кыргызы входили в состав одной автономии, то теперь народу предстояло делиться на две республики. Несогласная с таким положением дел активная кыргызская интеллигенция в лице Абдрахманова, Арабаева, Сыдыкова в марте 1922 года повторно выдвинула предложение о выделении уездов с кыргызским населением в Горную Кыргызскую область. 25 марта 1922 года секретариат ЦК Компартии Туркестана принял решение об образовании в составе Туркестанской республики Горной Кыргызской области, и 26 марта Малый президиум Туркцика утвердил постановление о создании Горной Каракыргызской области в составе Пишпекского, Каракольского, Нарынского и горных районов Ауле-Атинского уездов с административным центром в кишлаке Кочкор. Иначе говоря, в эту область вошла только северная часть Кыргызстана, а вопрос о судьбе кыргызов Южного Кыргызстана временно оставался открытым. Тем не менее, приобретенный статус представлял кыргызскому народу реальную возможность объединиться на определенной территории и строить свою национальную автономную государственность. Однако уже в самом начале создания Горной Кыргызской области этот вопрос стал ареной разногласия между различными группировками националистического и родоплеменного толка. Одна из них во главе с Сыдыковым активно выступала за Горную Кыргызскую область, другая во главе с Кудайкуловым не хотела этого. Кудайкулова поддерживали руководители казахской национальности в Ташкенте и Алма-Ате. 4 июля 1922 года Жетисуйский обком партии созвал в Пишпеке организационный съезд с участием 425 делегатов. Но еще до начала своей работы съезд по прямому указанию Сталина был распущен. Центральный комитет РКПБ в декабре 1922 года все ранее принятые документы о создании Горной Кыргызской области объявил незаконными, а инициаторов созыва съезда обвинил в буржуазном национализме и контрреволюционной деятельности. Таким образом, первые попытки кыргызского народа образовать свое региональное государственное объединение не были претворены в жизнь. Национально-государственное размежевание в Средней Азии, Каракыргызская автономная область. С ликвидацией контрреволюционных сил, особенно басмачского движения, в Средней Азии создались условия для размежевания проживающих там народов на национальное государство. Для установления границ будущих республик при правительстве Туркестанской ССР были широко задействованы узбекские, туркменские и кыргызские отделы, которые выполнили большую часть по уточнению этнографического состава населения, определения экономических и географических особенностей региона. В работе областных и уездных комитетов по делам национальностей участвовали представители всех основных проживающих там народов. Первый Всероссийский съезд Советов 30 декабря 1922 года объявил о создании Союза Советских Социалистических Республик в составе РСФСР, УССР, БССР и ЗСФСР. Это послужило правовой основой для утверждения новой формы сосуществования и сотрудничества национальных республик. 31 января 1924 года на Втором съезде Советов была принята и утверждена первая Конституция СССР. Образование единого союзного государства на принципах федерации ускорило процесс формирования национальных государственных объединений. Кыргызские делегаты, участвовавшие в составе делегации Туркестанской ССР в работе Второго съезда Советов, обратились с просьбой к правительству СССР придать Кыргызстану статус отдельной автономной единицы. Однако вопрос образования кыргызской автономии мог решиться только наряду с предоставлением такого же статуса узбекам, туркменам и таджикам, проживавшим на территории Туркестанской АСР, Бухарской и Хорезмской республик. К сентябрю 1924 года работы по определению состава населения и границ вновь образуемых республик в основном завершились. Было установлено, что кыргызы в количестве 860 тысяч человек расселены на территориях Ферганской, Сырдарьинской, Жетисуйской областей Туркестанской ССР и в Самаркандской области. Кроме того, около 210 тысяч киргизов проживало в Памирском, Бухарском, Западно-Китайском регионах. 14 октября 1924 года Всероссийский ЦИК РСФСР в соответствии с волеизъявлением населения Туркестанской ССР, Бухарской и Хивинской республик принял постановление о размежевании народов Средней Азии на национальное государство. Таким образом, раздробленные до революции территории, населенные кыргызами, узбеками, таджиками, туркменами, казахами и каракалпаками, были заново объединены по этническому принципу.
В результате добровольного перераспределения границ были образованы Туркменская ССР, Узбекская ССР, Таджикская автономная область, Каракыргызская автономная область в составе РСФСР, Каракалпакская автономная область в составе Казахской АССР. В ходе определения границ вновь образованных республик и автономных областей между ними были распределены капитальные объекты – фабрики, заводы и другие земельные, водные, сельскохозяйственные ресурсы, ранее подведомственные Туркестанской АССР, Бухарской и Хорезмской республикам. С приобретением государственности народы Средней Азии получили право в какой-то мере самостоятельно решать свои судьбы. В Каракыргызскую автономную область из бывшей Туркестанской ССР вошли по Жетысуйской области почти полностью Прижевальский, Нарынский, Пишпекский уезды, 10 волостей Наманганского уезда, 2 волости Каканского уезда Ферганской области, 14 волостей Ауле-Атинского уезда, Таласский участок, Сырдарьинской области. По сведениям областного статистического бюро, население Каракыргызской автономной области составляло 828 тысяч человек. Из них 63,5% составляли кыргызы, 15,5% узбеки, 17% русские. Другие национальности составляли 4,5%. Территория области занимала приблизительно 200 тысяч квадратных километров. В ней имелось 6 городов, 321 аил и 5 хуторов. Таким образом, разрозненный на протяжении веков кыргызский народ, хотя и в форме автономии, все же объединился в целостное государство. Это стало важнейшим событием современной истории кыргызского народа. После образования Каракыргызской автономной области в Кыргызстане начали создаваться партийные организации и органы советской власти. 18 октября 1924 года Политбюро ЦК РКПБ утвердило Временное партийное бюро и состав Революционного комитета Каракыргызской автономной области. Первым секретарем Кыргызского обкома РКПБ был назначен Михаил Каменский, вторым секретарем Юсуп Абдрахманов, председателем Ревкома области стал Иманалы Айдарбеков. Образованная при Ревкоме области комиссия, позже Государственная плановая комиссия, ведавшая географическими, хозяйственно-экономическими и финансовыми вопросами, начала работу по уточнению географических и статистических данных области, ее национального состава, посевных площадей, количества скота, лесных и других ресурсов. Из-за отсутствия соответствующего административного центра областной ревком первоначально находился в Ташкенте. Дефицит подготовленных местных управленческих кадров, малое количество хозяйственников в первые годы национальной государственности порождали большие трудности. Только в декабре 1924 года правительство было переведено в Пишпек. С этого времени Пишпек является столицей Кыргызстана. Для эффективного управления Кыргызстаном облревком образовал Пишпекский, Караколский, Нарынский, Ошский и Джалабадский округа. При областном ревкоме работала специальная комиссия по разработке штатного состава государственных и хозяйственных органов. 22 декабря облревком назначил Турдалы Токтобаева представителем Кыргызской автономной области во Всероссийском ЦИК в Москве. Это представительство было призвано защищать интересы Каракыргызской области при решении политических, хозяйственных и других вопросов в центральных учреждениях СССР и РСФСР. 15 января 1925 года на заседании облревкома была принята декларация об образовании Каракыргызской автономной области и торжественно провозглашена государственность Кыргызстана. День провозглашения декларации 16 января отмечался как праздник. На следующем этапе создания государственного аппарата необходимо было провести выборы и учредительный съезд Советов, решить ряд экономических и социальных вопросов. Выборы в местные советы были успешно проведены. 27 марта 1925 года в Пишпеке начал свою работу учредительный съезд автономной области. В работе съезда приняли участие 135 делегатов, в составе которых было 18 рабочих, 25 дихкан, 8 служащих, 8 учащихся и другие. На съезде присутствовали представители всех проживающих в Кыргызстане национальностей. Кыргызов 81, русских 29, узбеков 8, украинцев 3, других народов 14. Учредительный съезд избрал исполнительный орган кыргызской автономии, областной исполнительный комитет советов в составе 51 человека. 31 марта 1925 года на первом пленуме областного исполнительного комитета был избран постоянно действующий президиум облисполкома в составе 11 человек. Его председателем стал бывший батрак, затем рабочий, активный борец за советскую власть Абдыкадыр Урузбеков. Учредительный съезд Советов стал знаменательной вехой на пути формирования и утверждения государственности кыргызского народа. Обретенная государственность объединила территорию, экономику и культуру кыргызов, создала предпосылки к последующему национальному возрождению. Уничтоженная под ударами монголов в 1207 году государственность кыргызского народа через 7 столетий была восстановлена. Это событие породило в народе большие надежды на будущее и вдохновило на строительство новой жизни.